Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в контексте 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии принял премьер-министра Королевства Камбоджа Хун Сена. В ходе встречи была рассмотрена перспектива отношений сотрудничества Таджикистана и Камбоджи. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, приветствовал высокочтимого гостя с прибытием в Таджикистан и подчеркнул, Республика Таджикистан заинтересована в активизации конструктивных отношений с Королевством Камбоджа. Премьер-министр Камбоджи выразил благодарность президенту и правительству Республики Таджикистан за теплый прием и искреннее гостеприимство. Во имя укрепления торгово-экономических связей стороны посчитали необходимым расширение сотрудничества в сферах сельского хозяйства, легкой промышленности, производства и переработки кожи и шерсти, создание совместных ткацких и швейных предприятий по производству одежды и обуви в Таджикистане. Для развития экономических отношений двух стран было предложено учредить межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Целесообразным было названо создание совместных промышленных предприятий, осуществление импорта готовой ткацкой продукции, активизация товарообмена между двумя странами посредством организации бизнес-форумов и учреждения Совета предпринимателей двух стран. На встрече также были рассмотрены вопросы укрепления сотрудничества в сфере туризма и другие аспекты, выгодные для обеих сторон. Сегодня же во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в контексте 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии принял вице-президента Республики Вьетнам госпожу Данг Тхин Гок Тхинь. В ходе встречи был рассмотрен широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, Республика Таджикистан заинтересована в развитии и углублении сотрудничества с Вьетнамом. На встрече стороны уделили особое внимание вопросу укрепления политических связей, разработки и реализации соглашений сотрудничества, учреждению совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, обмену опытом в налоговых и таможенных вопросах. На этой встрече также были рассмотрены и другие вопросы, представляющие интерес для обеих сторон. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии встретился с эмиром государства Катар, шейхом Тамимом ибн Хамдамом Оли Сони. В ходе встречи был рассмотрен широкий комплекс вопросов сотрудничества между Таджикистаном и Катаром. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, приветствовал высокочтимого гостя с прибытием в Таджикистан и подчеркнул, что государство Катар, как один из важнейших экономических, финансовых и политических центров мира, занимает важное место в системе международных связей Республики Таджикистан. Стороны выразили удовлетворение деятельностью совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Катара по сотрудничеству в торгово-экономических и научно-технических сферах Таджикско-Катарского бизнес-форума. Особое внимание при этом было уделено вопросам развития отношений в сферах торговли, экономики, техники, инвестиций, банковского дела, культуры и образования, здравоохранения и туризма. Развитие сотрудничества в сферах гидроэнергетики, горной промышленности, конечная переработка фруктов и овощей, металлов и драгоценных камней были другими важными темами встречи, и стороны выразили заинтересованность в их реализации. В ходе искренней встречи обсуждались также вопросы обеспечения региональной и международной безопасности, совместная борьба с угрозами и другие важные темы. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации,
президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в контексте 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Таипом Эрдоганом. В ходе встречи предметом рассмотрения стала ситуация взаимных дружественных отношений на политической, экономической, торговой, социальной, туристической, культурной аренах и долгосрочное партнерство как приоритетное направление внешней политики двух стран. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, приветствовал высокочтимого гостя с прибытием в Таджикистан и заявил, что результаты этой встречи, несомненно, придадут серьезный импульс укреплению отношений дружбы и сотрудничества. Президент Турецкой Республики Реджеп Таип Эрдоган выразил благодарность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, за теплый и искренний прием. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросу реализации ранее подписанных документов, деятельности совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, деятельности Офиса Турецкого управления по международному сотрудничеству в Таджикистане, а также проведению бизнес-форума Таджикистана и Турции, что может способствовать развитию сотрудничества между инвесторами и предпринимателями двух стран. Стороны обменялись мнениями по укреплению связей в сферах транспорта и логистики, вопросам трудовой миграции, развитию дальнейшего сотрудничества в сферах образования, науки, культуры и выразили свою заинтересованность в их реализации. В ходе встречи были также обсуждены вопросы обеспечения мира и стабильности в охваченных войной странах региона и мира, решения афганского кризиса, совместной борьбы против терроризма и экстремизма. В завершении президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, пригласил президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана совершить официальный визит в Таджикистан. Сегодня в Кохи-Навруз города Душанбе состоялся 5-й саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии под председательством нашей республики, Республики Таджикистан. Саммит начался с официальной встречи глав государств и руководителей делегаций стран-членов совещания лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном. Затем саммит продолжился в расширенном заседании, в ходе которого были обсуждены и проанализированы вопросы повестки дня этого саммита. Участники форума дали высокую оценку результатам председательства Таджикистана в этом совещании. И в завершении участниками была принята Душанбинская декларация совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 15 июня в столице Таджикистана, городе Душанбе, состоялся саммит совещаний по взаимодействию и мерам доверия в Азии под председательством Республики Таджикистан. Для участия в работе саммита международного уровня в Кохи-Навруз собрались главы государств, правительств и высокопоставленные представители стран-участников Таджикистана, Азербайджана, Исламской Республики Афганистан, Бахрейна, Народной Республики Бангладеш, Республики Вьетнам, Арабской Республики Египет, Государства Израиль, Республики Индия, Хашемитского государства Иордания, Республики Ирак, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Государства Катар, Королевства Камбоджа, Китайской Народной Республики, Республики Корея, Кыргызской Республики, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Исламской Республики Пакистан, Государства Палестина, Российской Федерации, Королевства Таиланд, Турецкой Республики, Республики Узбекистан, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, а также стран-наблюдателей Республики Беларусь, Республики Индонезия, Филиппины, Украины, Соединенных Штатов Америки, Японии, международных наблюдателей от Организации Объединенных Наций, Международной организации по миграции, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи туркоязычных стран, Шанхайской организации сотрудничества и приглашенный гость Исполнительный комитет Содружества независимых государств. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, страна, принимающая участников этого саммита высокого уровня, глав государств, правительств, тепло и искренне встретил исполнительного председателя Исламской Республики Афганистан Абдулло Абдулло, премьер-министра Азербайджанской Республики Навруза Исмоил Оглу Мамедова, премьер-министра Королевства Камбоджа Хун Сена,
вице-президента Республики Вьетнам госпожу Данг Тхи Нгок Тхинь, президента Народной Республики Бангладеш Мухаммада Абдул-Хамида, президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипала Сирисену, эмира государства Катар шейха Тамим ибн Хамад Олисони, президента Исламской Республики Иран Хасани Рухани, президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана, президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, президента Республики Казахстан Косыма Жомарта Токаева, президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, президента Российской Федерации Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и руководителей влиятельных организаций и институтов мира. Церемония фотографирования руководителя страны, проводящая саммит, президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона с главами государств и делегаций состоялась в залах Дидор и Аржан. Основным местом проведения 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии был выбран красочно оформленный узорами и резьбой Зарандут. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, открыл 5-й саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который на этот раз проходит под председательством Республики Таджикистан, и искренне приветствовал всех участников с прибытием в республику. Следует отметить, что для проведения на высоком организационном уровне очередного мероприятия международного уровня столица Таджикистана, город Душанбе, празднично благоустроен. На улицах и проспектах города установлены плакаты и транспаранты с текстом искреннего приветствия глав стран-участниц и наблюдателей, символом мероприятия. Ход проведения 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии под председательством Республики Таджикистан освещают 650 зарубежных и отечественных средств массовой информации, газеты и журналы, радио, телевидение, информационные агентства из Таджикистана, Китая, Канады, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана, Ирана, Камбоджи, Турции, Индии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Пакистана, Бангладеш, Ливана, Шри-Ланки, Кыргызстана, России, Ирака и мировые информационные агентства. После выступления президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, о результатах председательства Таджикистана в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии выступили главы государств, члены совещания, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Народной Республики Бангладеш Мухаммад Абдул-Хамид, президент Исламской Республики Иран Хасани Рухани, президент Республики Казахстан Касым Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипала Сирисена, президент Турецкой Республики Реджеп Таип Эрдоган, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, исполнительный председатель Исламской Республики Афганистан Абдулла, премьер-министр Азербайджанской Республики Навруз Исмоил Оглу Мамедов, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, вице-президент Республики Вьетнам госпожа Данг Тхи Нгок Тхинь, министр иностранных дел Королевства Бахрейн Халид Ахмад Мухаммад Оли Халифа, руководители делегаций стран-наблюдателей и влиятельных организаций и объединений мира. Выступающие выразили благодарность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, и правительству Республики Таджикистан за теплый прием и искреннее гостеприимство и за проведение на высоком уровне 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и дали высокую оценку результатам председательства Таджикистана в этом совещании. После завершения работы 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии участниками была принята декларация совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Напомним, что совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – международный и региональный форум, создан при поддержке Организации Объединенных Наций в 1992 году. Основными целями саммита является обсуждение вопросов безопасности и сотрудничества на азиатском континенте и содействие глобальной борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и транснациональной преступностью. Высшим органом, принимающим решения, является саммит глав государств, который проводится раз в 4 года. Последнее заседание состоялось 21 мая 2014 года в Шанхае, Китайской Народной Республики. Руководство саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии осенью 2018 года перешло от Китая к Таджикистану.
Сегодня же во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в контексте 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии встретился с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. В ходе встречи были обсуждены различные вопросы многостороннего сотрудничества между Таджикистаном и Ираном. Президент страны Эмомали Рахмон выразил уверенность в том, что проведение 5-го саммита совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии с активным участием глав государств, членов создаст благоприятную основу для расширения сотрудничества стран региона в решении глобальных проблем. Стороны при этом уделили внимание вопросам развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и расширения связей в отраслях здравоохранения, образования, науки и техники, культуры, а также инфраструктурно-коммуникационной сфере. Также состоялся конструктивный разговор о текущей и будущей ситуации в Афганистане и других региональных и международных проблемах. 14 июня в загородной резиденции основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, организовал вечер дружбы в честь глав государств и делегаций участников 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Для проведения мероприятия было выбрано одно из благодатных мест. Это загородная резиденция исполнительного органа государственной власти столицы города Душанбе, которая расположена в Арзобском районе. – 14 июня в загородной резиденции основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, организовал вечер дружбы в честь глав государств и делегаций участников 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Для проведения мероприятия было выбрано одно из благодатных мест загородной резиденции исполнительного органа государственной власти города Душанбе, расположенная в Арзобском районе. Целью проведения вечерней экскурсии и предложения таджикского дастархана на свежем горном воздухе было ознакомление с неповторимыми пейзажами нашей страны, историческими и культурными традициями таджикского гостеприимства, древней цивилизации таджикского народа, образцами достижений ремесленников страны, национальной кухни, различными видами сладостей, десертами, свежими и качественными фруктами, сухофруктами и другими видами сельскохозяйственной продукции плодородных земель Республики Таджикистан. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомил гостей с лучшими образцами народных ремесел, продукцией ручной работы ремесленниц, дизайном национальных домов, резьбой, молочными лепешками, различными видами кондитерских изделий и блюдами, приготовленными искусными хозяйками. На вечере дружбы главы государств ознакомились с выставкой природных богатств нашей страны. На торжественной выставке были представлены фрукты и овощи, сухофрукты, мед и другие бесценные природные блага нашей страны, которые пришлись по вкусу почетным гостям. Поистине Таджикистан является солнечной страной, обладающей бесценными природными богатствами, экологически чистой и качественной продукцией, и завоевал огромную славу своими фруктами и овощами, сухофруктами и вкусными национальными блюдами. На выставке были представлены десятки видов свежих фруктов Таджикистана с неповторимым вкусом и качеством, различные виды бахчевых. Почетные гости проявили огромный интерес к каждому виду продукции на выставке и различным видам наших национальных блюд. Гостям также были представлены уникальные животные. Следует отметить, что в Таджикистане наряду с другими туристическими сферами развивается и сфера охотничьего туризма. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, обладает таджикским гостеприимством и чтит народные традиции гостеприимства. Глава государства Эмомали Рахмон постоянно призывает уважать традиции таджикского гостеприимства, тепло и искренне принимает каждого гостя Таджикистана. Традиционному гостеприимству таджиков с древности присущи характерные черты дружбы и искренности. Таджикистан во всем мире также прославился своими национальными блюдами. Таджикистан обладает несметными природными богатствами, особенно чистой водой, фруктами и овощами. Путем проведения различных мероприятий принимаются эффективные меры для ознакомления с традициями таджикского гостеприимства, историей и культурой, древней цивилизации, представления широких туристических возможностей, древних народных ремесел и привлечения большего числа иностранных туристов.
Прогулка высокопоставленных гостей прошла в теплой, искренней и дружественной обстановке. Уважаемые гости в загородной резиденции встретились и провели свободную беседу, наслаждаясь природой и свежим воздухом солнечного Таджикистана. Главы государств и делегации, участники 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, исполнительный председатель Исламской Республики Афганистан Абдулла, президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипала Сирисена, президент Бангладеш Мухаммад Абдул Хамид, премьер-министр Камбоджи Хун Сен и другие были удовлетворены традиционным таджикским гостеприимством, которое было оказано главой Таджикистана уважаемым Эмомали Рахмоном. Почетные гости были очарованы прекрасной природой Таджикистана, национальными блюдами и таджикским гостеприимством. Остается еще раз подчеркнуть, что 5-й Душанбинский саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Таджикистане состоялся с принятием декларации, Душанбинской декларации 5-го саммита. А мы на этом наш выпуск завершаем. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.